Доктор Закир, еще один очень важный вопрос, касаемо поста в месяц Рамадан. К сожалению, многие братья и сестры не следуют предписанию поститься в месяц Рамадан. Не могли бы вы дать нам совет в свете Корана и Сунны с подтверждением того, что соблюдение поста в месяц Рамадан действительно является обязанностью каждого мусульманина? Во многих аятах Корана, а также в достоверных хадисах совершенно ясно говорится, что пост является обязанностью каждого мусульманина. То есть это фард. Завтра мы, иншалла, еще обсудим, для кого он является обязательным. Если мы возьмем Коран, то Аллах говорит нам в Коране, в суре Аль-Бакара, под номером 2, в 183 аяте: «О вы, которые уверовали, что означает: «О вы, которые уверовали, вам предписано поститься, как это было предписано тем, кто жил до вас, с тем, чтобы вы научились сдержанности». В данном примере используется арабское слово «кутиба». «Кутиба» означает «предписано». В нем так и написано: помимо прочих обязательных предписаний, вам был предписан пост. Вам был предписан, то есть сделан обязательным для вас, пост. Равно как это было предписано тем, кто жил до вас. Что означает, что пост был обязательным даже для предыдущих поколений, иудеев, христиан и так далее. Равно как он стал обязательным и для мусульман, то есть для тех, кто уверовал. Далее говорится, во-первых, что он обязателен для вас, во-вторых, что он обязателен для тех, кто жил до вас, а в-третьих, с тем, чтобы вы научились сдержанности. Арабское слово «таттакун» происходит от слова «вака», однокоренное со словом «таква», то есть чувство страха перед гневом Аллаха, или одним словом, что-то вроде богобоязненности, праведности, набожности. Аллах говорит вам предписано поститься с тем, чтобы вы научились сдержанности, чтобы у вас появилась таква, то есть богобоязненность, праведность, набожность. А что происходит, когда человек соблюдает пост? Он испытывает голод. Обычно у сытого человека достаточно энергии, даже для совершения того, что может оказаться запретным. И тем самым он может впасть в грех. Но как только вы начинаете поститься, ваша тяга к запретным действиям заметно снижается, и степень богобоязненности начинает расти. Именно поэтому пост помогает вам улучшить сдержанность и увеличить степень богобоязненности. Более того, в Коране говорится, в Коране в суре Аль-Бакара под номером 2, в 185 аяте, где Аллах говорит: что Рамадан был месяцем, в котором был ниспослан Коран, в качестве руководства для человечества. И в нем приведены ясные доводы из верного руководства, а также разъяснения касательно добра и зла. И сразу же после этого Аллах говорит, что те люди, которые застанут этот месяц, должны поститься. То есть пост становится фардом. Все мусульмане, кто застанет месяц Рамадан, обязаны поститься. Далее приводится исключение, что если вы больны или находитесь в дороге, то пост можно перенести. Но главная суть аята в том, что пост в месяц Рамадан является обязательным для каждого мусульманина, за исключением приведенных случаев. Более того, существует ряд достоверных хадисов, в которых указывается обязательный характер соблюдения поста для мусульман. Я процитирую один наиболее значимый, в котором наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, как приводится в сборнике Сахих Аль-Бухари в первом томе, в книге «Веры», в хадисе под номером 8, наш любимый пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что ислам основывается на 5 столпах. Первый – это «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулюллах», то есть нет Бога, кроме Аллаха, и пророк Мухаммад является посланником Аллаха. Второй – это совершение предписанной молитвы. Третий – это выплата закята, обязательной милостыни. Четвертый – это совершение хаджа, паломничество в священный город Мекку. И пятый – это соблюдение саума, то есть поста. Следовательно, на основании этого хадиса пророка, алейхиссаляту вассалям, приведенного в сборнике Сахих Аль-Бухари в первом томе в книге «Веры», под номером 8, пост является одним из столпов ислама.
То есть это не просто фард, а один из основополагающих принципов ислама. Среди главных 5 одним является пост. На основе этих примеров мы приходим к заключению, что соблюдение поста является обязательным для всех мусульман. Ну, если честно, я думаю, что внятнее ответа на этот вопрос получить нельзя. Я надеюсь, что многие примут себе на заметку и начнут поститься в Рамадан. Ramadan